Здравствуйте, Константин. В июле, насколько я понимаю, в течение 2 недель ученые из научно-исследовательского центра «Экология» совместно с коллегами из Института нефтегазовой геологии и геофизии и абхазскими коллегами обследовали инженерные сооружения в Абхазии. Расскажите нам, пожалуйста, вот какие объекты подверглись вашему изучению, анализу и какие вердикты, грубо говоря, вы смогли вынести? Значит, мы какие объекты посмотрели? Мы посмотрели несколько объектов, то есть были мы 10 дней в Абхазии и успели посмотреть несколько важных и интересных объектов, которые обсудили вместе с Романом Саидовичем. Значит, первый объект, который мы посмотрели, это Сухумский маяк, который располагается на территории как раз Института экологии. Проблема заключается в том, что этот маяк начинает потихоньку падать. И, собственно, мы выяснили причину, почему он падает. Как оказалось, если посмотреть на слайд номер 7, то маяк падает как раз из-за того, что две сваи, на которые крепится маяк, они как бы упираются в мягкие грунты. То есть, или совсем, если грубо говоря, то как будто в воздух упираются. То есть, соответственно, из-за этого маяк и падает. То есть, как бы, как один из вариантов, это иссушить основание и сделать инъекцию цементную, то есть для того, чтобы упирание было хорошее. Тогда, соответственно, маяк можно пройти и посмотреть, что он, то есть в каком он состоянии. Также был определен остаточный ресурс маяка. Все сделано по СНИПам и ГОСТам Российской Федерации. Значит, остаточный ресурс оказалось, что он составляет 68%. Константин, вот для людей, которые не разбираются в этом, расскажите, что такое остаточный ресурс сооружения? Ну, у нас любое здание, оно имеет так или иначе собственные колебания. То есть, если мы представим, что у нас есть стержень, который закреплен снизу, то есть маяк – это здание стержневого типа, то есть оно должно быть закреплено снизу, и сверху, соответственно, оно может отклоняться влево-вправо. И у него есть так называемые формы колебаний. Если посмотреть на слайд 9, то как раз вот по СНИПам я сделал ссылку, приведено 3 формы колебаний. По первой форме колебаний оценивается как раз остаточный ресурс. То есть 50% остаточного ресурса это считается критически и эксплуатироваться дальше не может. Но поскольку маяк натянут тросами и остаточный ресурс составляет 68%, то это, я бы так сказал, это немного обманчиво так считать, то есть или читерски, потому что по-хорошему нужно тросы расслабить и потом уже посчитать остаточный ресурс, то есть собственные колебания в первой форме. Ну, то есть первая форма собственного колебания, это у нас есть закрепленный нижний край стержня, и верхний край у нас колеблется вот так. То есть остаточный ресурс – это, грубо говоря, то время, какое еще может продержаться здание, стоять, находиться? Ну, не совсем. То есть, смотрите, чтобы примерно или в грубой оценке сказать, сколько здание может продержаться, например, оно было построено там 150 лет назад. Остаточный ресурс у него, например, составляет 68%. То есть за 150 лет оно себя изжило на 32%. То есть примерно вот такими подсчетами можно сказать, сколько, например, еще осталось здания. Но я говорю, что вот в случае маяка это не совсем правдиво, потому что собственные колебания, оно получается ниже, чем надо, потому что сам маяк натянут тросами стальными. Ну и более того, также натяжение тросов мы определили, и как раз натяжение тросов, оно увеличено с противоположной стороны, то есть маяк падает, а с другой стороны тросы, они более натянуты. Вот на слайде 7 это прекрасно видно, что как раз противоположные тросы, они у нас составляют 3,2 килоньютона, толщина стального троса это 5 миллиметров, то есть, соответственно, это тоже выходит за рамки ГОСТовских стандартов. Ну и с противоположной стороны трос один оторван. Это как раз он оторвался именно потому, что маяк наклонился.
Мгм. Насколько Это, мне известно, вы еще исследовали здание Совета Министров бывшей СССР. да, все верно. Скажите, да, вот это здание, оно в Абхазии вот, наиболее обсуждаемое в плане возможности его эксплуатации дальнейшей. Расскажите вот про него, что вам стало известно, что вы обследовали, какие методы применяли. Мгм. Да, ну вот здание, значит, Верховного Совета, это вот если презентацию посмотреть, слайд 24, значит, как я его исследовал? Я исследовал крышу здания, основание здания, первый этаж, и вдоль этажа. Вдоль этажа это я исследовал, чтобы понять, какой у него остаточный ресурс. Значит, соответственно, в плане исследований я проверил первый, верхний, получается, ну, крышу и первый этаж. И оказалось, что в здании идет просадка со стороны, где, если смотреть в то есть на лицевой стороне, то есть с левой стороны идет просадка здания. То есть в этой стороне желательно его каким-либо образом укрепить. Вот. Если посмотреть с 5-6 этажа, наблюдаются повышенные амплитудные колебания. Это означает, что в этом месте стоит более внимательно посмотреть и обратить внимание. То есть если здание, предположим, хотят сохранить, то уровень, получается, 5-6 этажа, его нужно более тщательно исследовать. Поскольку я обрабатывал данные уже после того, как ушел оттуда, то я исследовал, получается, первый этаж полностью, площадную съемку, крышу полностью. И по-хорошему нужно тоже исследовать и 4-й этаж, 5-й этаж, 6-й этаж и чуть-чуть выше. Ну, то есть, соответственно, чтобы захватить эту аномальную зону. Вот. По остаточному ресурсу, между прочим, я посмотрел в нескольких местах, оказалось, что здание, то есть остаточный ресурс составляет 76%, что на самом деле не так плохо. То есть если восстановить, найти места аномальные на 5-м и 6-м этажах, то в этом случае и укрепить, то в этом случае здание будет вполне эксплуатируемое. То есть после реконструкционных работ остаточный ресурс, по идее, должен вырасти. Мгм. Как скоро нужно вот эти реконструкционные работы провести, чтобы вообще здание было пригодно к реконструкции? Сколько еще продержатся эти 5-е, 6-е этажи? А, Вообще, если нагрузки не давать никакой, судя по тому, что я там проходил, то здание может простоять да хоть 50 лет на самом деле, без проблем, без нагрузки. То есть в таком же состоянии, в котором оно сейчас есть. Единственное, что идет просадка с левой стороны, и вот эту просадку, естественно, нужно укреплять. То есть это уже непосредственно сами грунты нужно укрепить. И если укрепить грунты и, соответственно, сделать это, ну, понятно, что чем раньше, тем вот. Ну а так, то есть, если даже с ним ничего не делать, то, в принципе, лет 50 оно точно еще простоит. Мгм. Понятно, что на первом этаже там очень грязно, и, видимо, это и как раз народ и отпугивает, и ставит под сомнение, что со зданием все плохо. Мгм. А вот следующий объект — это Гумистинский мост. Это не только исторически важный объект для Абхазии, но и вот стратегически, так скажем, связь к республиканской трассе, с республиканской трассой. Вот в том-то и дело, что остаточный ресурс вам никто не скажет по СНИПам, потому что остаточный ресурс, он определяется только для зданий и сооружений. Для мостов это уже неправильно вот так считать. То есть в случае Гумистинского моста я прошелся вдоль, получается, него и на некоторых сваях, где была возможность подойти. И определили мы, что если смотреть, получается, вот слайд 19, если посмотрите, то на нем видны повышенные амплитудные характеристики под сваями, которые, как я потом в дальнейшем узнал, как раз и были подорваны в годы войны. Затем, я так понимаю, их укрепили, то есть поставили новые. И вот как раз вот новые сваи, они являются проблемными. То есть они то есть, грубо говоря, полотно, на котором проезжают автомобили,
оно с левой стороны, согласно вот рисунку, не закреплено. То есть полотно как бы качается влево-вправо. Но получается по вертикальной составляющей оно, в принципе, закреплено хорошо. То есть его нужно все равно укрепить. Насколько это опасно? Это опасно, ну, то есть до поры до времени, то есть это сложный вопрос, поскольку исследования мы проводили, это непосредственно съемка в течение 3 часов, нужно смотреть динамику. То есть для того, чтобы понять, насколько это опасно, нужно поставить, предположим, датчики для мониторинга непосредственно на этих зонах с повышенными амплитудами и мониторить динамику. То есть тогда можно сказать, насколько это опасно. То есть вполне возможно, что он может там, например, никак это не влияет. В общем, однозначно ответа я сейчас сразу не скажу, и никто не скажет. Понятно. Какой еще объект вы могли бы выделить в качестве вот, интересного для вас с точки зрения специалиста? Ну, естественно, Новоафонский монастырь, то есть это комплекс, там очень долго по времени занимался съемкой данных, то есть прошлись мы, значит, вдоль, получается, комплекса монастырского, ну, практически все объекты монастырские мы сняли данные сейсмоакустические, непосредственно сам собор промониторили и определили, так сказать, зоны просадки. Зона просадки или, как потом при комплексировании электроразведочного метода, электроразведка, она показывает, где у нас есть обводненные места. При комплексировании оказалось, что в этой зоне просадки идет фильтрация воды, а вода скапливается как раз вот в более верхнем, то есть на вершинах, и получается она вниз уходит, ближе к морю. Из-за этого сам грунт потихоньку движется, как бы к морю спускается, потихоньку движется. Но процесс на самом деле, вот когда мы занимались съемкой, процесс не быстрый, то есть он медленный. То есть как быстро это тоже будет продвигаться, это большой вопрос, это тоже нужно динамику смотреть. Вот. Но при просмотре еще также остаточного ресурса всех сооружений, на удивление, остаточный ресурс оказался очень даже неплохой. То есть вот начиная от 74% и выше. То есть если эти здания были построены более 100 лет назад, то, грубо говоря, по этим же прикидкам, то есть оно еще также простоит еще 100 лет. Сам собор, у него остаточный ресурс 86%, это считается прям очень здорово. Вообще, расскажите, Константин, для чего нужны такие исследования, вот, и как часто их необходимо проводить? Ну, такие исследования необходимы для того, чтобы понять здоровье сооружений, то есть точечно понять, где находятся скрытые трещины, что происходит с грунтами, и затем передать эту информацию строителям, чтобы они могли не тратить кучу денег, а именно вот локально и точечно укрепить эти места, ну, чтобы вообще понимать состояние здания и сооружения. То есть это же как и здоровье человека, только здоровье здания, по сути. То есть я конкретно занимаюсь диагностикой, можно сказать, совсем если грубо, то диагностикой здоровья зданий. То есть определение слабых зон, определение скрытых трещин. То есть, ну, визуальные трещины все видят, а скрытые трещины их, в общем, в принципе, вот этот метод неплохо видит. И какие методы при этом используются? Сейсмоакустические. Ну, сейсмоакустические методы – это методы прохождения волн через какой-либо объект. Например, мы с вами разговариваем, у нас скорость волны от меня идет до динамика, например, с скоростью 330 метров в секунду по воздуху. А, например, та же самая скорость акустическая по железу, она может идти от 5 до 6 тысяч метров в секунду. Поскольку здание состоит из железобетона,
то скорость примерно та же самая, то есть 5000 метров в секунду. Соответственно, когда у нас, например, есть трещинка или ослабленная зона, то в ослабленной зоне у нас скорость распространения, предположим, будет другая. То есть не 5000, например, а 3000 метров в секунду. И это, в принципе, все отлично видно. Либо же и происходит отторжение от трещины, как от резкой границы, и возвращение обратно, получается, этого сигнала на датчик. И таким способом происходит процесс интерпретации. Еще как-то планируется изучение в Абхазии? Вам известно что-либо по этому поводу? Посмотрим. Я надеюсь, что данные работы будут интересны Институту экологии. И, естественно, если у нас получится какое-то совместное и полезное исследование, то мы всеми руками за. Ну, в Абхазии очень много зданий, которые, например, недостроены или заброшены. И как я вижу, что данный метод мониторинга зданий и сооружений, он может быть очень полезен, поскольку процесс очень быстрый. То есть за 10 дней мы успели посмотреть порядка 6 или 7 объектов. То есть, сейчас я считать точно не буду, но порядка 6-7 объектов мы успели посмотреть за 10 дней. Ну и, соответственно, процесс быстрый, точный и подтверждается и другими методами, что, в принципе, дает гарантию того, что результат правдивый. Вы сказали, что наиболее интересным для вас был Новоафонский монастырь, а вот сложнее всего где было работать? Не было нигде сложно работать. Я сам из Сибири, и в Абхазии как-то, я бы не сказал, что даже это совсем работа, то есть это и работа, и отдых. То есть вроде бы мы и работали с утра до вечера, с 6 утра там, до 10 вечера, но усталости никакой не ощущалось. Видимо, воздух и море как бы воздействуют на организм положительно. Отлично, надеемся, что это станет не последним сотрудничеством с абхазскими специалистами, и впредь вы так будете изучать наши объекты. Спасибо за беседу, спасибо большое. Вам спасибо.